Ежедневный ритуал. Так начинается раннее утро у Екатерины Николаевны, коренного жителя поселка. Тепло, по их словам, включают лишь поздно вечером, а утром снова отключают. Вместе с трубами в подъезде замерзают люди в квартирах. То и дело бегают к радиаторам, проверяют, вдруг нагрелись. Делайте нам, говорю, перерасчет. Нет, он не делает. Я говорю, тогда я на тебя подам, говорю, в суд, говорю, прокуратуру дам тебе. Ну и что, говорит, меня штрафуют, говорит, на 200, на 300 тысяч, говорит. Но лучше тебе за это, говорю, деньги, я тебе, говорит, ремонт сделаю, говорит. Так и не сделал мне. Ранее поставщиком тепла в ближайшие дома была местная управляющая компания, а подачей занималась исправительная колония номер 3. Но с этого года руководство решило отказаться от непрофильной деятельности. Стабильную подачу тепла и горячей воды ждут около 400 жильцов 5 многоквартирных домов. Строительство этой котельной они добились еще год назад, но ее запуск состоялся лишь только на днях. Так новая котельная перешла филиалу ГУП ЖКХ. По словам работников компании, перебои с поставкой тепла произошли из-за режима пуска-наладки, а также приходилось иногда переходить на жидкое топливо. Но, как уверяют специалисты, работа уже налажена и перебоев не будет. Пуск газа, подготовка, котельный пуск полностью. Передача котельной вчера произошла у нас подрядчиком ЖКХ, я так поняла. Все. Так все работает. Работает согласно температурному графику. Проблемы с отоплением в Верхнем Бестяхе возникают не первый год. И тут к остальным добавляется еще одна. С июня жители многострадального дома ни разу не видели горячую воду. В голове у них лишь один вопрос. Почему они платят за то, чего нет? В администрации Хангаласского района лишь уверяют, все проблемы будут решены в ближайшее время. В данный момент, администрация района предоставила Хангаласскому филиалу ГУПа ЖКХ водовозку. Тоже это одно из условий эксплуатации этой котельной. И в последующем будем решать вопрос по новым емкостям. Пока, по словам руководства Хангаласского района, 2 емкости по 50 кубов для подачи воды работают в обычном режиме. Водовозка совершает поставку ежедневно по несколько раз. И в скором времени котельная заработает не только для обеспечения тепла, но и горячего водоснабжения. Фултон Валареса, Василий Соловьев, Вести, Хангаласский район.